Всем доброго дня. В общем, у меня случилась небольшая неприятность. Порвался пыльник на приводе. Поэтому сегодня я буду его менять. Так, ну вот снял я колесо и обнаружил следующую картину. В общем, пыльник весь в смазке, но дырочку я так и не нашел. Вроде так потыкал, пальцами пощупал. Нигде дырочки не вижу. Но это хорошо, но его все равно придется менять. Откуда его выдавило, непонятно. В общем, его надо будет изъять отсюда. Чтобы его изъять, надо вытащить привод наружу, потому что сниматься он будет через внутренний пыльник. Отсюда весь геморрой этой ситуации. Тебе надо поменять один, а приходится менять два. Так, открутил ступичную гайку. Значит, где? Головкой на 30. Были сомнения, что здесь головка на 30. У меня есть. Вот вроде бы то же самое. Вот эта шестигранная гайка на 32. Они вроде бы одинаковые. Даже сюда вот практически налазит голова на 30. Ой, на 32. Но продавец в магазине сказал мне, что должна головка быть на 30. И гайка здесь на 30, 12-гранная. Ну, вот как-то так. Открутил. Сейчас будем дальше снимать два вот этих вот болта, которые держат всю эту конструкцию вместе. То есть ступичный узел со стойкой. Болтик крепления тормозного шланга. Также крепление провода АБС. И всю эту конструкцию вот так вот возьму и отведу сюда. С шаровой откручивать не буду. То есть она будет ступица держаться на шаровой к рычагу и на рулевом наконечнике. По идее привод должен высунуться. Но еще надо его попробовать выдернуть с коробки. Ключик на 22. Вот так. И откручиваем. Вообще люди, конечно, срывают руками, а откручивают гайковертом. У меня все наоборот. Хороший гайковерт. Сняли крепление тормозных шлангов и, ну, короче, всю трихомудию открутили одним болтиком. Сразу же его накручиваем обратно, дабы не потерять. Вот так все это выглядит. Вот здесь был, это здесь. Главное вот это вот дело не порвать, а то будут проблемы с АБСом вечные. Так, изъял болтики, здесь открутил, и теперь пробуем. Так, надо освободить, вот так вот сделать так и попробовать посмотреть, насколько у нас привод. Вот так вот вышел. Теперь надо его из ступицы вывести. Привод. А это уже совершенно другая реальность. Так, ну все, вот он у нас привод вышел из ступицы. Все, не откручиваем шаровую, не откручиваем наконечник. Все вот так вот у нас получается. Теперь все это надо чистить, забивать всю эту грязь. Но вот откуда оно здесь сочится, я, честно говоря, не знаю. Здесь, скорее всего, порвало. Вот, надеюсь, видно. Я туда подставил монтажечку небольшую. Сейчас попробую ее надавить с легонца, и он должен, по идее, выйти. Но бывает, что не выходит. Вот мне это удалось. Сейчас, как бы туда посветить-то. Все, я его отщелкнул. Там небольшое усилие, просто довольно-таки резко надавить надо. И вот видите, у меня там 2 или 3 попытки было. Главное найти, как туда подлезть, удобно монтажечку поставить. В принципе, усилие небольшое. Все, сейчас я его высуну. Оп! Побежал, да? Да, зараза побежала. Это плохо. Так. А где камера?
Так, привод у меня в руках. Что-то он не хочет выходить. Вот он привод. И вот там капает масло. Надеюсь, что грязи туда попало совсем-совсем мало. Ничего тут такого страшного нету пока что. Вот, кстати, на этом колечке, как его, вот, стопорное кольцо, вот на нем оно и держится. Да, пока я подвешивал вот так вот, чтобы тут ни шланги не надрывались, ни эти самые, ни провода. Первый хомутик просто попробовать. В общем, засовывается маленькая отверточка, вот так поддевается, он отсюда соскальзывает. Так, ну вот так вот выглядит. Приятный цвет, не правда ли? Привод. Это трипоид, знакомьтесь. Где-то вот здесь, по центру. Сейчас не обляпаться бы. В общем, вот здесь вот должно быть стопорное колечко. Сейчас я его еще замучаюсь вынимать, чтобы все это не разбрызгать. Когда выну, тогда сниму трипоид. Так, ну вот, короче говоря, снял это стопорное кольцо не без труда. Долго промучился, без специнструмента. И удалил трипоид. Трипоид, короче говоря, вот он. Интересно, для меня первый раз я увидел, что тут нет подшипников. Подшипник отсутствует. Как-то так. Старый пыльник срезал. Так и не понял, где он побежал. В общем, сейчас натягиваю новый. Ну, трудоемко через такую фигню ее натянуть. Ну ничего, все в процессе. Вот, короче говоря, собрал я одну сторону наружную. Вроде все получилось хорошо. Новой смазки набил. Хомуты ленточные. Вот с помощью такой приблуды. Пыльничек новенький, красивенький. Тяжелее всего было протягивать его вот здесь вот. Ну, как бы, чтобы не порвать ничего. Итак, начинаем сбор внутренней части привода. Короче, самым первым делом закидываем хомутик, а потом одеваем привод. Так, пыльник обулся. Все, теперь ставим сюда трипоиды и как-то его пытаемся. Он как-то должен легко так чпыньк, но у меня почему-то нелегко. Вот почти оделся. Все. И теперь я это снимать не буду, потому что тут нужны две руки. Обуваем вот это вот стопорное кольцо. Так, ну вот я зарядил, в принципе, это оказалось не так уж и сложно. Одной отверточкой всего лишь маленькой, тоненькой. Один край заправляете, второй где-то в районе середины вставляете на привод и определенными движениями загоняете все это в пазы. Интересные эти самые подшипники, или как это назвать? Агрегаты, узлы. Добавляем смазки в стакан, одеваем и застегиваем привод. Сейчас, короче говоря, набил смазки в стакан, и сразу мы это дело сейчас все приведем к нужной кондиции. Ставим в стакан, оденем пыльник и уже чистыми руками будем все остальное собирать. Так вот, вставляем и одеваем сразу же пыльник. Для начала одеваем хомутик туда, куда его нужно прихомутить. Ленту хомута протягиваем в хомутатор. Вот таким вот образом. Здесь вставляем в прорезь. Ну-ка, вставляйся. Что-то не хочет вставляться. Вот, вставилась. Там можно подольше, побольше, вернее, сразу. Все, и начинаем накручивать. Накручиваем, следим за тем, чтобы хомутик попал ровно туда, куда нужно. В общем, и начинаем затягивать. Прям хорошо. Нормально затягиваем, чтобы прям почувствовать, что дальше не идет. Вот, загнули. Теперь можно обрубить концы. Загнули. И вот этим рычагом все это дело. Значит, у нас остался конец хомута здесь, в хомутаторе, в хомутило. А здесь все
загнуто, и осталось только лишь загнуть усики. Ну и вот такой результат у нас должен получиться. В принципе, довольно-таки симпатично. Сейчас сделаем второй хомут, крайний. И все, привод у нас в сборе готов. Пришло время собранный привод поставить обратно. Ай, танец злобного гения. Там же надо еще... О! Это я еще не попал. Так, ну вот, привод на месте, воткнулся в коробку. Для того, чтобы его туда вставить получше, он туда туго заходит. Я вот эту часть, наружную часть привода вставил в ступицу, чтобы было за что его, как говорится, толкать и вертеть. В общем, со щелчком прямо услышите, если кто будет делать. Он со щелчком туда заходит. И назад уже все, после этого не уходит. И просто так от руки уже назад не выходит. Если бы, скажем так, был подход снизу, это было бы намного проще. Вот Линка завернула стойку туда, надо чем-то сейчас, какой-то монтажкой загнуть ее, чтобы стойку можно было повернуть и поставить как положено. Трубы, уперев в балку и в стабилизатор, как бы это встало, остались нюансики, и все, и можно все закручивать назад. Ну вот как-то так получилось. Все встало назад, ступичную гайку затянул, стойку затянул, здесь крепежку закрутил, здесь промял, чтобы не раскрутилось. Остается колесико только подкинуть и спустить с домкрата. Кому-то, может быть, было полезно посмотреть, как это делается, что для этого нужно. В принципе, постарался показать как можно больше из того, что можно снять, держа в одной руке камеру. Ну вот как-то так. Всем пока.